Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и скажите, откуда вы? Рустам из Москвы. Эльмира из Москвы. Что для вас запомнилось на форуме и кто из спикеров вам понравился? Каждый спикер сказал очень полезные слова. Но мне кажется, больше всего впечатлил Рустам Сайфуллин, который полковник. Да. Ну, видно, что он действительно отличник, у него поставленная речь абсолютно доходчивая. Это сильный оратор, самый сильный оратор. Рустам Сайфуллин, дай бог ему здоровья. И он, я думаю, вдохновил сегодня молодежь лучше всех. А вам? Вы знаете, я стараюсь ежегодно посещать этот форум, еще со времен Корстона, да, и каждый раз форум разный, интересный. Ну, конечно, мне всегда нравится юмор нашего Раиса. Он каждый раз выдает какие-то определенные шутки и заставляет весь зал смеяться. Но не могу выделить кого-то конкретно. Каждый автор преподнес свое, да, каждый спикер преподнес что-то свое. Это разная сфера, это разные люди, это разные отрасли, в чем они занимаются. Да, конечно, вот мне нравится Дамир Юсупов. Года 3 назад или 4 он первый раз был спикером на форуме. Меня поразила его скромность. Он очень скромный, такой очень приятный. Вот когда говорят Нур, да, вот у него очень приятный Нур. Это пилот, который спас целый самолет пассажиров, поэтому да, я с вами согласна. В штабе «Татар» с нами Лилия Сафина, поэт-переводчик. Лилия, расскажите, пожалуйста, вы сегодня были на форуме. Как ваше впечатление? Что вам понравилось? Расскажите. Я раньше посещала такие мероприятия, события, а здесь меня пару лет, наверное, не было, поэтому в любом случае я соскучилась, я пришла. В целом получила положительные эмоции. Вот. Не все спикеры меня впечатлили, не всех я знала, но мне кажется, в этот раз изюминкой стало выступление представителя наших доблестных военных, героя России, Сайфуллина Рустама. Да. Его искренняя, убедительная речь, которую он выстрадал кровью и потом, она не могла не впечатлить всех участников. И в особенности я была тронута тем, что в конце, в финале своей речи он продекламировал стихи на татарском языке. Мне как поэта это было особенно приятно, да, тронуло, что человек, прошедший такие тяжелые испытания, не забывает о какой-то высшей гармонии и передает свое слово с помощью поэзии, с помощью стихов, и таким образом тоже доносит свои мысли, чувства. Вот это меня тронуло. Расскажите, пожалуйста, что сегодня вам понравилось на форуме и какие вы напутственные слова сказали бы для нашей молодежи? Ну, во-первых, мне как общественнику всегда первым делом бросается в глаза уровень организации и уровень идеологии, и уровень какие задачи ставились, да, какие, значит, эти спикеры, и с каким настроением пришла наша молодежь, что они вынесли из этого форума, и с каким настроением они ушли. Вот это очень важно. Хорошая, прекрасная организация, 9-й год подряд, хорошо подобраны спикеры. Конечно, немножечко затронули такую патриотическую тему. У нас уже 9-й год подряд. Вот нас сегодня посчитали мы больше 155 человек здесь, да, очень тесно, но это традиция, каждый год как селедка мы набиваемся сюда, нас 155 человек сегодня, да. Мы как раз делимся, обсуждаем, и что самое интересное, кому-то один спикер понравился, кому-то другой, но в целом сегодня этот мост был наполнен содержательно, наполнен идеологически и наполнен каким-то позывом патриотизма. Очень нужный, очень своевременный. И самое главное, конечно, все с нетерпением ждали последнего спикера. А что же скажет Раис? Да. Он сказал такую речь, короткую, доступную, и она как-то всем легла на сердце. Он нам дал вектор политики, дал установку, и с его напутствием мы разъехались по всей Москве, за исключением 155 человек, которые здесь. Sizning ismingiz nechek? Xayrli kech, assalomu alaykum, Muhammad Radik. Mening sizga bir nechta so'rovim bor edi. Bugungi forumda bo'ldingizmi siz? Ayye, bo'ldim. Nechuk sizga narsa ushodi, narsa sizning xotiringizda qoldi? Forum bek yaxshi edi. Men endi biroz urushga ko'chsamda bek aralab ketmaysiz, chunki men Moskvada tug'ib
Ускянкше. Форум был очень хороший, продуктивный. Была военная патриотика. Товарищ полковник очень сильно дал такую энергетику. Действительно, у нас в России есть патриоты. Я сам тоже в военно-патриотической теме с 2010-х годов, поэтому мне это все близко. Я сам тоже офицер. Дай бог, чтобы вот таких вот наших патриотов, действительно, которые вот по-настоящему любят свою родину, было больше, потому что у нас в исламе сказано, любовь к родине – это от имана, от веры. Разносторонняя такая программа была, поэтому насыщенная программа была. Вот такой добрый посыл, хороший посыл, вот нужный посыл. И дай Аллах, чтобы мы вот эти многие-многие наши планы, цели от вот этой отправной точки сегодняшней дальше реализовывали. Какие напутственные слова для молодежи вы бы могли сказать? Мой жизненный опыт показывает, что много и упорно работать, это безусловно, но это, знаете, как идет, фоном, само собой. Это уже не формула успеха. Кстати, слово «успех» я не люблю. Это такое социальное понятие. Я люблю слово самореализация, найти свое место в этом круге жизни, найти то, что тебе нравится, что тебя вдохновляет. Вот. И для этого иногда даже не надо долго и упорно работать. Надо многое пробовать, надо уважать себя, прислушиваться к своим желаниям в первую очередь, понимать, что ты хочешь. Вот. Начинай с самого простого. Куда я сегодня хочу пойти, а что мне сегодня надеть? Это вот с мелочей. А потом постепенно ты придешь уже к более таким масштабным вещам, разберешься. То есть больше прислушиваться к себе? Да, больше прислушиваться к себе, быть добрым, быть открытым, не обманывать себя и других, очень стараться. Это тяжело бывает. Вот я думаю, что вот эта формула быть открытым, быть искренним, много чего попробовать, и любить людей, да. Какие напутственные слова вы дадите для молодежи? На форуме сегодня правильно говорили, надо пробовать себя и искать в разных олимпиадах, устраиваться на работу, познавать себя. И тогда, наверное, быстрее поймешь, все-таки, чем тебе лучше в жизни заниматься. Как на форуме сегодня несколько человек правильно говорили, что когда тебе приятно заниматься какой-то деятельностью, то ты бежишь на работу. И, наверное, действительно сделаешь счастливым и себя, и остальных. Если работа не в радость, то тогда и всем остальным будет от этого плохо. Поэтому надо просто пробовать себя, не бояться, не стесняться. Жизнь, она короткая, пролетит быстро. Надо успеть понять все-таки, для чего ты родился, в чем твое призвание. Я хочу сказать, пробуйте, рискуйте, неважно сколько лет. Это вы можете менять профессию, если вам что-то не нравится. Я могу сказать на своем опыте, к своим годам я поменяла много профессий. Я была и юристом, потому что так родители хотели, и ведущей, и футболистком. И сейчас мы создаем одежду, пытаемся создать свой бренд, но это больше молодежная платформа. Я хочу сказать, пробуйте, рискуйте, никогда не поздно, в любом возрасте. Спасибо. А как называется бренд? 1331. Мы сейчас занимаемся более стрит-одеждой, но хотим каких-то национальных мотивов. У нас такой кабардино-татарский дуэт. У меня второй партнер кабардинец, я татарка, и вот мы хотим что-то принести в нашу культуру, и постараться как-то развивать именно нашу одежду, наши традиции, ввести в уличный стиль наши традиционные какие-то ценности, орнаменты. И вот у нас вышло 2 коллекции – искусство и стихия. И в следующей коллекции мы хотим более традиционные сделать.